Сделано в России. Продукцию ингушских пчеловодов под таким брендом можно приобрести за рубежом. Натуральный продукт с недавнего времени поставляется в страны Аравийского полуострова. Одним из тех, кто может поручиться за качество меда, является Мовлад Костоев. Опытных пчеловодов в Ингушетии немало, и с каждым годом все больше людей пробуют себя в этом ремесле. Если удается создать хорошую пасеку, это приносит неплохую прибыль. Мовлад Костоев занимается пчеловодством уже 30 лет. Он считает, что к этим насекомым нужен особый подход, чтобы продукт в итоге получился качественным. Хозяйство наше организовано в 1997 году, и буквально уже почти 20 лет существуем. На данный момент, это в пределах 800 семей у нас на кочевке. Из них, которые есть продуктивные, есть непродуктивные, потому что сделаны отводки, там новые семьи. Располагаемся на 3 точках. Вот здесь в Мужичах стоим, затем в Алкуне, затем в Жайрахском районе, можно сказать. Пчел надо смотреть в ясную погоду и когда тепло, делится секретами пасечник. Когда холодно, они нападают и не хотят делать мед. Не могут пчелы работать и в сильную жару от 30 градусов и выше. Весна, как мы знаем, была холодная. С акацией немножко акация нас подвела. Не получили должного сбора. Этот июль месяц более-менее подходящий, так, временами дождей. Тепло, иногда бывает сверхжарко, за 30 градусов, это уже пчела практически не работает. Оказывается, пчелы не только умные, но и крайне чувствительные создания. Пчелиные домики необходимо тщательно вычищать, рассказывает Мовлад. У неаккуратного пчеловода может завестись моль, говорит профессиональный пчеловод. Продукцию мы продаем в республике, продаем, в Москву поставляем. Покупатели, как сложится конкретно, такого покупателя у нас нету. Но есть уже наработанные покупатели, которые с нами уже давно у нас берут продукцию. Государственное унитарное предприятие «Нектар», расположенное в сельском поселении Нестеровское, известно на всю республику, а его продукция и далеко за ее пределами. Магомед Юллоев, Ахмед Эсмурзиев, Ильяс Катиев, Вести Ингушетия.